Смотри пока. Чтоб все пошло. В соцсетях проверь. Идет? Вы знаете, что поесть? Где идет, да? Ну говори. Идите, там ребенок кровью истекает, снимите пальцы. Нельзя снимать. Нельзя. Переходим, девушки. Назад. Назад. Назад же. Вот туда же. На тротуар переходим. Назад. Тут ФСБ работает. Не дай бог. Еще, на тротуар. Вот сюда, на тротуар перейдите. Назад. Перейдите, я сказал, сюда. Иди сюда. Еще назад. Уходим все. Уходим, вы не понимаете, что ли? Не мешайте работать нам. Назад идите. Давай на этот тротуар и оттуда. Назад! Сюда переходим, сюда! Что непонятного-то? Ядрен батон! Назад! Переходим! Сюда! Что непонятного? Ну что, сопли-то у тебя? Уходим! Серега, давай сюда. Всем недоброе утро. Мы с вами находимся около школы номер 88. Здесь произошла стрельба. В школу вошел вооруженный человек и начал стрельбу. Как сообщает телеграм-канал, уже скончался охранник, еще 4 детей пострадали, у одного из них колото-резанное ранение. А также стрелок из Ижевской школы, мужчина в черном. Когда он начал стрельбу, дети закрылись по кабинетам. Вот мы видим, как бегут из школы дети. Мы видели, как выносят окровавленных, раненых людей. До самой улицы обстановка очень напряженная. Вокруг очень много родителей, которые пытаются увести своих детей подальше с места происшествия. Беспокойных родителей. Работает очень много спецслужб. Когда мы приезжали на улицу Пушкинскую, там работал регулировщик, и движение было перекрыто. Пока официальных комментариев по происшествию нет. Естественно, пытаются оттеснить всех подальше сотрудники правоохранительных органов. Видим, что очень много машин бегут, очень суматошно. Мы будем вам рассказывать с места происшествия, что происходит, и докладывать обо всей информации, которая здесь происходит. Видим, только что мимо прошли родители с плачущим ребенком. Неизвестно пока, задержали стрелка или нет, неизвестно пока, кто это, но как только информация будет появляться, мы будем сообщать на наших ресурсах об этом. Также по сообщению телеграм-каналов стрелок из Ижевской школы, это мужчина в черном, когда он начал стрельбу, дети закрылись по кабинетам. Нападавший сначала убил охранника, пошел дальше и начал стрелять уже по детям. Известно о 2 раненых школьниках, кто-то успел спрятаться по кабинетам. Сейчас на месте работают спасатели, Росгвардия, полиция, МЧС и другие спецслужбы. Вот я сейчас просто телефон.
Только что опубликовал информацию на своей странице глава Удмуртии Александр Причалов. Цитирую. По ситуации в школе номер 88 все силы и средства приведены, на месте работают все спецслужбы, скорая. Он лично прибыл на место происшествия и будет оперативно докладывать обо всем, что происходит. Несут раненого человека. Говорят, что внизу скорая помощь. Сейчас его, видимо, доставят туда. Видно, что раненый лежит на газоне. Этаж 4, да, сейчас я вам покажу какой момент. Идите свои камеры. Скорая приехала, пустите! Приехала скорая помощь. Дальше будут спасать пострадавших. У медиков, конечно, сегодня будет очень-очень напряженный день, как и у других спецслужб. Опять-таки несут раненого. Очень много крови. Да, все нормально. Все. Попало выпустили детей? Не знаю пока, не знаю. Тихо, хлопцы, не мешайте работать. Носилки! Я еще раз повторю информацию, которая на данный момент известна. Она по неофициальным источникам. Официально пока известно только то, что все силы и средства работают на месте. Прямо на парте выносят человека, как мы видим сейчас. Подвозят, приезжают еще спасатели, машина. Я напомню, что в школу ворвался человек в черном. Подчеркну, что это неофициальные данные. Сначала он выстрелил в охранника, потом начал стрелять по детям. Дети заперлись в классах. Один этот террорист, да? Пока, по данным, которые на данный момент, один стрелок. Неизвестны пока мотивы преступника, неизвестно, сколько их было, почему, как он вообще прошел в школу. Пострадавших очень много, наверное, да? Детей? Пострадавших становится все больше, пока телеграм-каналы сообщают о 4. Давайте в эту сторону. Да. Не знаю. Да, там нахожусь. Вот именно все детей. Очень много убитых детей. Все, Машка, пока. Костя, уточни. Снова выносят раненых. Бегут дети. Видимо, им удалось вырваться из классов, со своих убежищ. Пока неизвестно, где стрелок, что с ним, где он находится. И каковы были его мотивы. Вокруг собралось очень много обеспокоенных родителей, которые переживают за своих детей, которые пытаются их забрать.
Телеграм-каналы сообщают со ссылкой на заявление МВД России по ситуации в Ижевске. Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе номер 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется. Но мы видим, что все еще их выносят. Видимо, их уже гораздо больше, чем 4. Возможно. Опять-таки, это неофициальная информация. Продолжают выводить детей. Кого-то обнимают родители. Люди плачут. На место происшествия прибыл председатель правительства Ярослав Семенов. Вот он мимо прошел. Давайте гражданские все вниз спускаемся. Прямо сейчас вниз. Нас тоже просят уйти. Мы тоже покидаем. Видно, что страшное зрелище. Уходим дальше, назад уходим. Вниз спускаемся, сейчас Уходим. Уходим назад. пойдемте Назад вниз уходим, спускаемся. назад. Назад уходим, назад. Отходим назад. Дети там. Сейчас Отходим. спустится, сейчас все спустится. А что им Пойдемте вниз. Вот сейчас спустится. Давайте спускаемся. Там работает ОМОН Гром. Все, давайте. Прервалась трансляция. Я запись держу. Спускаемся, давайте. Уходим. Вниз. Спускайтесь, давай. Там работает ОМОН Гром. Все, спускаемся. Пожалуйста, вниз пройдите, вниз. Уходим вниз. Вниз пройдите, вниз. Пожалуйста, проходите вниз. Уходим вниз. Давайте вниз. Пойдемте вот автомобиль. Уходите вниз. Пониже, спуститесь, пожалуйста. Нам надо, двое детей мне осталось. Вниз уходим, вниз. Спуститесь, пожалуйста. Нет, ничего нельзя, какие классы, где что, ничего нельзя. Сейчас мы уходим. Ниже спуститесь, пожалуйста. До машины на безопасное расстояние. На безопасное расстояние. Спуститесь, пожалуйста. Никто ничего не знает. Давайте. Сейчас, подожди, кто-то еще бежит. Сейчас посмотрю. Я Все, давайте вниз. Они вот там будут пробегать. Но заканчиваем. Сейчас нас просят всех уйти вниз на безопасное расстояние. Мы обо всем, что будет известно, мы будем сообщать на наших ресурсах. Но пока мы уходим в безопасное место. Пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы. И пусть у нас не будет таких трагических происшествий. Заканчиваю. Да.